Гость нашей программы – доктор, автор и исполнитель, руководитель первой частной клиники восстановительной медицины и реабилитации в Южной Осетии, общественный деятель, спортсмен Игорь Кудзыев. Игорь, прежде чем мы начнем нашу беседу, позвольте поздравить вас с днем рождения. Спасибо. Пусть этот день рождения будет запоминающимся и принесет много радости, улыбок и счастья. Спасибо. Расскажите нам немного о себе. Вы с детства занимались музыкой? Ну, как-то так получилось, да. У меня сосед играл очень красиво, хорошо. И я слушал его, и хотелось тоже освоить этот инструмент. Ну, и все пошло-поехало. Потихоньку начал бренчать, пока на улице с ребятами, дальше в школе. Вот. А потом уже, когда поступил в медакадемию, познакомился с очень интересным человеком и музыкантом, моим единомышленником, можно сказать, это Мурат Доев. Вот, с ним создали студенческую рок-группу. Вот, она просуществовала 3 года, играли очень интересную музыку, это без ложной скромности могу сказать. По республике катались и давали вот эти концерты. Тепло принимали, честно говоря. Игорь, скажите, кто больше всех нравился из известных гитаристов в те времена? Их было очень много, тем более 70-е, 80-е годы. Ну, вот, скажем так, Ричи Блэкмор для меня был, есть и останется одним из лучших гитаристов. Из наших играет, молодец, это Ленчик Тибилов. Кстати, он первый начинал такое трехструнное соло в стиле Джимми Хендрикса. Как-то так. А из музыкантов на мою такую творческую деятельность очень сильно повлиял легендарный Валерий Алексеевич Сакаев. Это человек, который ориентировал меня на осетинскую музыку, это человек, который ставил мне голос, это человек, который мне прививал любовь к Осетии, любовь к осетинским мелодиям, к осетинскому творчеству. Вот. И, в принципе, он и стал таким якорным моментом в моей жизни, чтобы я начал не просто писать, но и пропагандировать осетинскую музыку, осетинское искусство, за что я, в принципе, должен, конечно, в первую очередь сказать спасибо ему, и во вторую очередь это своим родителям. Хотя мама до последнего меня всегда гоняла и говорила: ну, ты в итоге идешь в медицину или хочешь стать музыкантом, или в консерваторию. Вот. Для меня это была очень сложная дилемма, с кем стать, выбрать профессию эскулапа или стать музыкантом. Вот. Хотя после я понял, что да, все-таки медицина, она на первом месте, а музыка, она как бы всю жизнь меня сопровождала, никогда не было такого момента, чтобы музыка мне мешала. Наоборот, они как-то всегда друг друга очень гармонично дополняли. Да, Игорь, многие врачи имеют различные хобби. Кто-то пишет картины, стихи, рассказы. Многие из них работают врачами, но известными становятся благодаря другим каким-то качествам и талантам. Многие становятся известными актерами, певцами, писателями. У вас, как мы видим, получается совмещать это. Все идет из детства. Все закладывается тогда. Если ты, скажем, лидер уже в школе, ты это качество будешь проносить потом и в жизни. Для меня всегда второе место было это фиаско, причем очень жесткое. Либо первое, либо никакое. Это касалось и музыки, это касалось спорта, это касалось учебы, это касалось всего. Вот, поэтому вот, когда начал потихоньку восстанавливаться после тяжелейших травм, которые, ну, я никогда даже не думал, что еще смогу просто встать и просто своими ногами передвигаться. Ну, спасибо Богу, все так и моей семье, которые мне помогли восстановиться. И все, я хотел как бы продолжить. Поэтому и настольный теннис я сегодня преподаю студентам у нас в университете. И достаточно серьезные успехи на международных турнирах, и золотые медали, и серебро. И вот сейчас опять готовлюсь на Кубок России. Вот. Что касается медицины, я 5 лет поступал в медакадемию. 5 лет! Люди, друзья, которые ходили, занимались бизнесом, зарабатывали деньги. Да, я тоже хотел. А я что? Я ходил в библиотеки,
засыпал с книжками, просыпал с книжками. Вот. И я хотел себе доказать, чего я стою в этой жизни. Перед идущим к цели человеку, перед идейным человеком, расступаться даже недруги его. Это не я сказал, но это правда. Вот поэтому, если у человека есть цель, за этого человека можно не волноваться. Все гости нашей студии с особой теплотой вспоминают студенческие годы. Думаю, и вам есть что рассказать. Ну, это, наверное, спасибо большое за этот вопрос. Это, наверное, та золотая пора, которая останется со мной, наверное, на всю жизнь. Реально, у меня была очень бурная студенческая, в прямом, в переносном смысле этого слова. Да? Почему? Потому что, я же говорю, я когда стал 5 лет поступать в институт, и ты становишься студентом, ну, сложно передать эти чувства. При всем при том, что я не проходил по конкурсу, и мне свое ректорское место дал, на тот период ректором был Казбек Даскович Салбиев. Величайший, великий мужчина, настоящий осетин, Ероллег. Мене вот Кефахоныч, вот Эгдауджин, Ваздон, Вазбен. Ну, честное слово, я ему всю жизнь буду благодарен. Он мне дал свое место, ректорское место. Это одно его ректорское место бывает. Он мне предоставил наиболее проявившим себя как абитуриенту. Мне ничего не оставалось делать, как оправдать это великое его доверие. Начал заниматься наукой. И будучи студентом 5-го курса, моя статья вышла в Хафе на международном студенческом научной конференции. Моя работа взяла 1-е место. Когда диплом, значит, прислали, меня позвал Казбек Даскович. И очень как-то по-теплому, сейчас дословно не вспомню, сказал: «Бузлык Меферт». Говорит: спасибо, что ты оправдал мое доверие. Ну что еще может быть дороже вот этого признания, да, когда ты на самом деле смог вот перед этим старшим, который тебе доверил, который тебе отдал, подарил эту мечту, что он тебя поблагодарил за то, что ты оправдал его надежды. Были времена, когда авторскую песню запрещали, обвиняли в непрофессионализме, но песни, сочиненные в стройотрядах, в кругу друзей-единомышленников, очень быстро разлетались по стране и становились народными. Почему же люди разных профессий пишут песни? Вот вас что заставляет, к примеру, это делать? На самом деле, да, были такие времена, когда запрещали авторские песни, и причем очень жестко их преследовали. Я не могу сейчас точно утверждать, почему именно было гонение на этих людей. Но знаю одно, что любая вещь, которая сделана грамотно, в которую ты вкладываешь душу, она всегда найдет понимание. По крайней мере, вот с песней, которой я дебютировал спустя 14 лет, я ждал своей мечты. Я шел 14 лет, я был выключен, ну, скажем так, потихоньку. И я ждал, что я вернусь на большую сцену. И вернулся с песней «Кадма». 9 месяцев я шлифовал эту песню. Вот как ребенок рождается, ровно так же я выхаживал эту песню. В вашем творчестве часто можно проследить светлые чувства, переживания за Осетию. Коротко говоря, что для вас Осетия? Я видел много красивых стран, много видел красоты. И я хочу, чтобы эта красота была здесь, у нас, в Осетии. Вот. И эту красоту надо воспевать, эту красоту надо продвигать. А если мы не будем это делать, за нас это точно никто не будет делать. Не помню, кто сказал, если вы не будете учить свою историю, вы будете учить историю других людей, других национальностей. Если мы не будем играть свою музыку, если мы не будем пропагандировать свой язык, свою музыку, свое искусство, нам будут навязывать чужое. Последнее вот мое выступление на Юрмале, клянусь, честное слово, я, начиная с костюмов, я за голос за это не говорю, костюмы и хореографию мы шлифовали так, что там 24 часа в сутки я пахал просто, я готовился. Одно дело, когда ты приезжаешь, как бы по личному там приглашению, а когда ты еще представляешь свою родину, ну там не может быть такое отношение, да, ну хорошо и хорошо, нет. Либо должно быть очень хорошо, либо не мучай ни себя, ни других. Все, вот на это я наставляю и прививаю вот это и своим детям. Кстати, я их постоянно в своих творческих работах, как бы свои творческие работы привлекаю. Они в обоих моих клипах снимались. Дочка... Они увлекаются музыкой тоже? Обязательно. Ваша семья всегда вас поддерживает? Обязательно. То есть у нас очень, как бы, ну, творческая семья. Хотя супруга, она тоже врач,
Она очень стеснительна, но я ее научил на гитаре. Она играет на гитаре со мной, она играет на балалайке, да. То есть мы обычно дома, когда собираемся всей семьей, там, 2 гитары, да, Сослан на доле, там, Фатима, может быть, на балалайке подыгрывает. Ну, как-то так. Это очень важно, это очень сплачивает семью, это очень гармонично влияет на развитие детей. Вот. И детям я это привил, вот эту любовь к искусству. Дочка заканчивала школу актерского мастерства. Они с Усланом стали чемпионами КВН, Аланя КВН в 2015 году. Благополучия вам во всем и творческих успехов. Какую вы песню подарите Спасибо. сегодня нам и, конечно же, нашему зрителю? Это моя последняя песня, авторская песня. Некий такой гимн Ирон-Лапу. Да? Все воспевают как бы там Ирон. Ну почему-то ребята же, это у нас воины, у нас и как бы вот у Аланов там подразделялись и жрецы были, и эти люди искусства. То есть то же самое сегодня. Да? Как бы хочется Ирон-Лапу, Ирон-Лапу-то объединить, да? Такая объединительная песня. И хочется, чтобы перестали друг друга упрекать в каких-то моментах. Хочется больше консолидации, реальной консолидации, да, чтобы понимали, что Ирон-Лапу, знак народжения, нико. Ирон-Лапу, ну, Евсемер, Ертхорт, Есомбун. Вот поэтому вот эту такую песню, она давно у меня как бы в душе созревала, и вот благодаря, кстати, Альберту Абисалову, он сделал аранжировку. Ну, человек, он не любит, когда его хвалят, но человек просто гениальный. Он передал эту музыку в том формате, в который я хотел услышать. Вот. Называется Ирон-Лапу. Просим на сцену. Спасибо. Abonuz mezarek zar mevsim erdeven Mahire kabulte iristanız buşkenem Hussare şekatme ay kusat dertil nezart İvjinad netıxu İvmeskene mahneşan İran lepu Vallahi su Irон-Лапу, deme fidaru. Iron-Лапу, vallahi su. Iron-Лапу, deme fidaru. Odun esval dise, yine kaçıştır hışav. Kuvam deme juhter, de nezerde terşer. De bala utem gomder, snaglar na kenjin tıq. Vastırcıma kuvvet, Allah hatlar uqatıq. Iron-Lapу, vallahi su. Iron-Lapу, deme fidaru. Iron-Lapу, vallahi su. Iron-Lapу, deme fidaru. Kadema igdawel, rai khalam ude bendur. Rai jastat nafandak, atulat nazakhel khur. Khisterek asterme, bawar stezak ma today. Samba
nama stive, vala